больше заинтересован в жирной козьей ножке, поставленной перед Дабасиром. А я уверен в этом, потому что сам видел мир в другом цвете, не в том, в котором он есть на самом деле. История, которую я собираюсь рассказать, посвящена тому, как мне снова удалось увидеть его в правильном цвете. «Дабасир собирается рассказать историю?» – прошептал один из посетителей таверны своему соседу и поближе придвинул свой коврик. Остальные взяли свою еду и разместились полукругом. В ушах Таркада раздавался хруст жирных от мяса костей, которыми обедающие иногда случайно задевали его. Только он один сидел без еды. Дабасир никому не предложил поделиться с ним и даже не подал ему маленький кусочек черствого хлеба, упавшего с блюда на пол. «История, которой я хочу поделиться», — начал Дабасир, откусив большой кусок мяса от козьей ножки, «произошла со мной в юные годы. Она рассказывает, как я стал торговцем верблюдами. Кто-нибудь из вас знает, что я был рабом в Сирии?» По залу пронесся ропот удивления, который Дабасир встретил с видимым удовлетворением. «Когда я был молод», — продолжал Дабасир, снова откусив кусок от козьей ножки, «я обучался ремеслу своего отца, изготавливал седла. Я работал вместе с ним в его мастерской, женился. Будучи молодым и неопытным, я зарабатывал не очень много, ровно столько, чтобы скромно содержать мою жену. Мне хотелось иметь красивые вещи, которые я не мог себе позволить. В скором времени я обнаружил, что владельцы лавок находятся со мной в доверительных отношениях и не против давать мне товар в долг, даже если я не мог вовремя с ними расплатиться. Я стал потакать своим прихотям, носил дорогую одежду и приобретал большое количество вещей для своей жены и своего дома, которые были нам непосредством. Я расплачивался, когда мог, и некоторое время все шло хорошо. Но вскоре ко мне пришло понимание, что моих доходов не хватает ни на жизнь, ни для оплаты долгов. Кредиторы начали преследовать меня и требовать оплатить дорогие покупки, которые я совершил. Моя жизнь стала абсолютно невыносимой. Я занимал деньги у своих друзей, но рассчитаться с ними я тоже был не в состоянии. Дела шли все хуже и хуже. Моя жена бросила меня и вернулась к своему отцу, и я решил покинуть Вавилон и уехать в другой город, где, как я думал, у молодого человека есть шансы добиться успеха. В течение 2 лет я вел беспокойную и нелегкую жизнь, работая на караванных торговцев. Потом я связался с группой грабителей, которые рыскали по пустыне в поисках безоружных караванов. Такие поступки делали меня недостойным сыном моего отца, но я смотрел на мир будто через тот цветной прозрачный камень и не осознавал, как низко я пал. Наш первый налет прошел успешно. Мы захватили богатую партию золота, шелков и ценных товаров. Эту добычу мы отвезли в Генир, где и растратили ее впустую. Во второй раз нам уже не так повезло. Сразу после нашего нападения на караван нас самих атаковали копьеносцы местного хозяина, которому караваны платили за свою защиту. 2 наших предводителей были убиты, а остальных отправили в Дамаск, где с нас сняли всю одежду и продали в рабство. Меня купил за 2 серебряные монеты один из землевладельцев сирийской пустыни. С коротко подстриженными волосами и в набедренной повязке я ничем не отличался от других рабов. Будучи беспечным юношей, я думал, что все это просто приключение, пока мой хозяин не привел меня к своим 4 женам и не сказал им, что они могут взять меня в евнухи. Вот тогда я действительно осознал всю безнадежность своей ситуации. Люди пустыни свирепы и воинственны. Не имея ни оружия, ни какой бы то ни было возможности бежать, я всецело находился в их власти. Я стоял напуганный, пока эти 4 женщины оглядывали меня, и задавался вопросом, можно ли ожидать от них милости. Первая жена, Сира, была старше остальных. Когда она смотрела на меня, ее лицо ничего не выражало. Не встретив сочувствия, я перевел взгляд. Следующая жена была высокомерной красавицей, которая смотрела на меня с таким презрением, будто я был земляным червем. 2 другие жены, что помоложе, хихикали, словно все это было веселой шуткой. Казалось, прошла целая вечность, пока я ждал своего приговора.
Выглядело так, будто каждой из женщин хотелось, чтобы решение приняла другая. Наконец Сира заговорила холодным голосом: «Евнухов у нас много, а вот погонщиков-верблюдов недостаточно. Да и те, что есть, ни на что не годятся. Я бы как раз сегодня поехала навестить свою мать, которая больна лихорадкой. Но нет раба, которому я доверила бы вести моего верблюда. Спроси этого раба, умеет ли он обращаться с верблюдами». «Что ты знаешь о верблюдах?» – спросил меня хозяин. Стараясь скрыть свое нетерпение, я ответил: «Я могу поставить их на колени, могу навьючивать, могу водить на дальние расстояния, чтобы они не утомлялись. Если понадобится, могу починить сбрую». «Этот раб говорит сознанием дела», – подметил мой хозяин. «Если хочешь, Сира, возьми его себе в погонщики». Так я оказался в распоряжении Сиры, и в тот же день я повел ее верблюда в длительное путешествие к ее больной матери. Я не преминул воспользоваться случаем и поблагодарил ее за милость, а также сказал ей, что по рождению я не раб, а сын свободного человека, уважаемого мастера по изготовлению седел из Вавилона. Я рассказал ей свою историю. Ее комментарии привели меня в замешательство, и впоследствии я много размышлял над ее словами. «Как ты можешь называть себя сыном свободного человека, если твоя слабость довела тебя до такого? Если в человеке душа раба, он все равно станет им, независимо от того, кем он родился, точно так же, как вода всегда найдет свой путь. Если в душе человек свободен, он станет уважаемым и почитаемым в своем городе, независимо от того, какие его преследуют невзгоды. Больше года я был рабом и жил с рабами, но мне так и не удалось стать одним из них. Однажды Сира спросила меня: «Почему в свободное время, когда остальные рабы общаются друг с другом, ты всегда один?» «Я все размышляю над тем, что ты сказала мне. Мне интересно, живет ли во мне душа раба. Их это не волнует, поэтому я не могу присоединиться к ним». «Мне тоже приходится быть одной», — призналась она. «У меня было большое приданое, поэтому мой муж и женился на мне. Он не желает меня. Каждая женщина хочет быть желанной. По этой причине, а еще из-за того, что я бесплодна и у меня нет ни сына, ни дочери, я вынуждена всегда сидеть в стороне. Если бы я была мужчиной, то предпочла бы умереть, чем стать рабом. Но обычаи нашего народа таковы, что женщины становятся рабынями. «Как ты думаешь, во мне душа свободного человека или душа раба?» – спросил я. «Есть ли у тебя желание вернуть долги, которые остались у тебя в Вавилоне?» «Да, я хочу этого, но не вижу возможности». «Если ты оттягиваешь время и не предпринимаешь никаких усилий вернуть долг, то у тебя и есть душа презренного раба. Ты должен уважать себя, если ты не раб. Но никто не может уважать человека, если тот честно не возвращает долги. Но что я могу сделать, будучи рабом в Сирии?» «Так и оставайся рабом в Сирии, слабак». «Я не слабак», — горячо возразил я. «Тогда докажи это». «Как?» «Разве твой великий царь не борется с врагами всеми возможными способами и всеми силами, что у него есть? Твои враги — это твои долги, которые прогнали тебя из Вавилона. Ты позабыл о них, а за это время они стали очень сильными. Если бы ты сражался с ними как мужчина, то мог бы одержать победу и стать уважаемым человеком среди граждан. Но у тебя не хватило смелости противостоять им, и ты пал так низко, что стал сирийским рабом». Я много думал над несправедливыми обвинениями Сиры и над фразами, которые я мысленно проговаривал в свою защиту, и которые доказывали, что я не раб в душе. Но у меня не было возможности высказать ей это в лицо. Спустя 3 дня служанка Сиры отвела меня к своей госпоже. «Моя мать снова заболела», — проговорила она. «Оседлай 2 лучших верблюдов из стада моего мужа. Привяжи бурдюки с водой и сидельные сумки для долгого пути. Служанка выдаст тебе продукты». Я навьючил верблюдов, удивляясь количеству провизии, которое дала служанка, ведь дорога занимала от силы 1 день.
Служанка ехала на втором верблюде следом, а я вел верблюда ее госпожи. Когда мы добрались до дома ее матери, уже совсем стемнело. Сира отпустила служанку и спросила меня: «Так в тебе живет душа свободного человека или душа раба?» «Душа свободного человека», — ответил я. «У тебя есть шанс доказать это. Твой хозяин изрядно выпил, а его стража спит. Возьми этих верблюдов и беги. Здесь в сумке одежда твоего хозяина, чтобы ты мог переодеться. Я скажу, что ты украл верблюдов и сбежал, пока я навещала свою больную мать». «У тебя доброе сердце», — произнес я. «Я бы с радостью взял тебя с собой, чтобы и ты могла обрести свое счастье». «Сбежавшая жена», — ответила она, — «не отыщет счастья в дальних краях среди чужих людей. Иди своей дорогой, и пусть боги пустыни охраняют тебя, ибо путь без еды и воды предстоит долгий». Меня не пришлось долго уговаривать, поэтому я с теплотой отблагодарил ее и скрылся в ночи. Эта страна была мне незнакома, я имел лишь смутное представление, в какой стороне был Вавилон, но смело двинулся через пустыню к холмам. На одном верблюде я ехал верхом, а другого вел за собой. Я ехал всю ночь и весь следующий день, подгоняемый мыслью о жестокой судьбе, которая ждет раба, укравшего имущество своего хозяина и пытавшегося сбежать. Ближе к вечеру того же дня я добрался до какой-то каменистой местности, такой же необитаемой, как пустыня. Острые камни ранили ноги моих верблюдов, и теперь они уже шли вперед медленно и мучительно. На пути мне ни разу не повстречались ни люди, ни звери, и я вполне понимал, почему они избегали этой малопригодной для жизни земли. Немногие смогли бы выжить в таком путешествии и рассказать о нем. День за днем мы еле продвигались вперед. Еда и вода закончились. Солнце беспощадно жгло. Под вечер 9-го дня я сполз с верблюда и понял, что мне не хватит сил, чтобы снова взобраться на него, и что я наверняка умру, заблудившись в этой безлюдной пустыне. Я растянулся на земле и уснул. Первые лучи восходящего солнца разбудили меня. Я приподнялся и огляделся вокруг. Утренний воздух был прохладным. Мои обессиленные верблюды лежали неподалеку. Вокруг меня распростерлась огромная пустынная местность, усеянная камнями, песком и колючими растениями. Никаких признаков воды или еды, которую можно было бы употребить в пищу человеку или верблюду. Неужели в этой невозмутимой тишине я и встречу свой конец? Мой разум был яснее, чем когда-либо прежде. Мое тело, казалось, не имело больше никакого значения. Пересохшие и кровоточащие губы, сухой и распухший язык, пустой желудок — все это утратило свое первостепенное значение. Я глянул в неприветливую даль и снова задал себе вопрос: душа раба живет во мне или душа свободного человека? Затем я со всей ясностью осознал, что если бы у меня была душа раба, я бы сдался, лег в пустыне и умер. Именно такая была бы кончина у сбежавшего раба. Но как бы поступил человек со свободной душой? Конечно, заставил бы себя добраться до Вавилона, расплатиться с долгами со всеми, кто доверял ему, осчастливить свою жену, которая всегда заботилась о нем, обеспечить спокойную жизнь своим родителям. «Твои враги — это твои долги, которые выгнали тебя из Вавилона», — так говорила Сира. И это правда. Почему я отказался твердо стоять на своем, как надлежит мужчине? Почему я позволил жене вернуться к своему отцу? Почему я был слаб, словно раб, если во мне не жила душа раба? А потом случилась странная вещь. Казалось, весь мир стал другого цвета, как будто я смотрел на него сквозь тот самый цветной камень, а теперь его внезапно убрали. И я наконец-то увидел истинные ценности жизни. Умереть в пустыне? Ну уж нет. У меня словно пелена с глаз упала, и я увидел то, что должен был сделать. Сперва я вернусь в Вавилон и лично встречусь с каждым, кому я должен вернуть деньги.
Я должен сообщить им, что после долгих лет скитаний и бед я вернулся, чтобы расплатиться с долгами так быстро, как позволят мне боги. Затем я должен построить дом для своей жены и стать человеком, которым мои родители могли бы по праву гордиться. Да, мои долги — это мои враги. Но люди, которым я задолжал, мои друзья, которые доверяли мне и верили в меня. Я с усилием встал на ноги. Что такое голод и жажда? Всего лишь преграды, стоящие на пути в Вавилон. Во мне жила душа свободного человека, который должен вернуться, чтобы сразиться с врагами и вознаградить своих друзей. Меня охватил трепет от такой решимости. Остекленевшие глаза моих верблюдов прояснились, когда они услышали новые нотки в моем хриплом голосе. С большим трудом после нескольких попыток они встали на ноги, и мы двинулись на север. Внутренний голос подсказывал мне, что там находится Вавилон. Очень скоро мы нашли воду. Затем мы ступили на более плодородные земли, где росли трава и фрукты. Мы нашли дорогу в Вавилон, потому что человек со свободной душой смотрит на жизнь как на череду проблем, которые нужно решить, и решает их. А человек с рабской душой только и делает, что причитает: «Что я могу сделать, если я всего лишь раб?» А ты как думаешь, Таркад? Становится твой разум яснее, когда желудок пуст? Готов ли ты отправиться по дороге, ведущей в Вавилон? На глазах юноши выступили слезы. Он решительно поднялся на колени. Ты открыл мне глаза. Теперь я чувствую, что во мне живет душа свободного человека. Дабасир снова принялся за еду. «Каускор, уволень ты эдакий!» Громко позвал он, чтобы его услышали на кухне. «Еда уже остыла. Принеси ко мне еще приготовленного мяса с жаровни. Захвати также порцию для Таркада, сына моего старого друга. Он голоден и будет есть вместе со мной». На этом заканчивается история Дабасира, торговца верблюдами из древнего Вавилона. Он обрел свою душу, когда осознал великую истину. Истину, которая была известна и использовалась мудрецами задолго до его рождения. Она выводила людей всех возрастов из неприятностей и приводила к успеху. И так она продолжит служить тем, у кого хватит мудрости понять ее магическую силу. Там, где есть решимость, найдется и путь.